Чащидалек, добро пожаловать в Тибет на этой неделе. С вами еженедельные новости о Тибете, его святейшестве Далай-Ламе и Центральной тибетской администрации. Коротко о главных событиях. До сих пор нет никаких сведений о тибетском монахе, заключенном китайскими властями под стражу и лишенном связи с внешним миром. Спикер выразил соболезнования в связи с кончиной сторонника Тибета Даду Мандракара. Центральная тибетская администрация проведет недельный цикл бесед о 4 основных обязательствах его святейшества Далай-Ламы. 10-е заседание тибетского парламента состоится в марте. Институт тибетской политики организует беседу о культурном наследии Гималаев. Келсан Гялцен Бава, новый представитель в тибетском офисе в Тайване. Вышла в свет книга «Свобода в изгнании» на ассамском языке. По-прежнему нет никаких сведений о Ринчене Цултриме, тибетском монахе из региона Ngaба в Тибете, незаконно арестованном местными китайскими властями около 1,5 лет назад. Его, убежденного сторонника сохранения тибетского языка, задержали 1 августа 2019 года. 23 марта 2020 года, спустя 8 месяцев после незаконного задержания Ринчена Цултрима, лишенного связи со внешним миром, его семья получила официальное уведомление на китайском языке, в котором он был объявлен сепаратистом, однако не было никакой дополнительной информации о его состоянии или местонахождении. В ответ на каждое обращение его семьи власти всякий раз указывали разные места его нахождения, что вызвало у семьи чувство тревоги, и теперь они даже не знают, жив ли он. В 2018 году монаха Ринчена Цултрима уже арестовывали за участие в дебатах и обсуждениях, связанных с делом Тибета, который он вел с тибетцами в изгнании в приложении для обмена сообщениями WeChat. Спикер тибетского парламента Пема Чондри выразил искренние соболезнования членам семьи Шри Даду Мандракара, известного общественного деятеля и убежденного сторонника Тибета, скончавшегося 27 ноября 2020 года после непродолжительной болезни. Выражая свою глубокую печаль, спикер отметил, что Шри Даду Мандракар неустанно посвящал все свое время и энергию нашему делу, и мы в долгу перед ним за его неоценимый вклад в поддержку Тибета. В связи с тем, что в нынешнем году его святейшеству Далай-Ламе исполнилось 85 лет, Центральная тибетская администрация во главе с 15-м Кашагом объявила 2020-2021 год годом благодарности его святейшеству Далай-Ламе. Прославление 85 знаменательных лет, которые его святейшество посвятил и продолжает посвящать благополучию всех живых существ. В рамках празднования с 4 по 10 декабря Департамент информации и международных отношений Центральной тибетской администрации проведет недельный цикл бесед о 4 основных обязательствах его святейшества Далай-Ламы, в которых примут участие 120 спикеров из 19 стран, говорящих на 15 языках. Несмотря на проблемы, вызванные пандемией COVID-19, Кашаг подготовил множество разнообразных программ и мероприятий, которые пройдут по всему миру, дабы воздать должное жизни его святейшества и его поныне неиссякаемому духовному наследию под лозунгом «Год благодарности его святейшеству Далай-Ламе». Languages that we have this time around is Tibetan, English, Spanish, Hindi, Chinese, Japanese, Russian, Mongolian, Nepalese, French, German, Portuguese, Italian, Vietnamese and Korean. I'm happy to say that we have been able to manage a virtual talk series this time to celebrate His Holiness the Dalai Lama and also to express our gratitude to him. Согласно последнему заявлению секретариата парламента, 10-я сессия 16-го тибетского парламента в изгнании состоится с 15 по 31 марта 2021 года. Членов тибетского парламента просят зарегистрировать свое участие 14 марта 2021 года в секретариате парламента. Институт тибетской политики проводит цикл лекций под названием «Культурное наследие Гималаев» с участием настоятелей, преподавателей, администраторов, исследователей, авторов и академиков, рассказывающих о священных монастырях Гималаев.
Келсан Гялцен Бава, сотрудник по связям с Китаем, тибетский офис в Канберре, назначен новым представителем в тибетском офисе в Тайпее. Келсан Гялцен Бава – бывший член тибетского парламента 14 и 15 созывов. Прабасат Мукта, вторая автобиографическая книга его святейшества Далай-ламы «Свобода в изгнании», изданная на ассамском языке, теперь доступна для читателей из Ассама. Книгу перевел известный писатель Иши Дорджи Токчи, получивший престижную премию Падмашри за свое литературное творчество. На сегодня это все. До встречи на следующей неделе.